Студия Лайф продолжает свою работу. Итак, мы получили несколько ответов от ответственных лиц на вопросы, присланные в программу «Эльдик Репортер». О них расскажем прямо сейчас. Итак, в прошлом году в селе Бешкунгей по улице Проектируемая высадили саженцы елей, но не обеспечили должного ухода, и деревья просто погибли. Жители возмущаются, что руководство Айлокмуту не работает и проводит все мероприятия, как говорится, для галочки. Это село Бешкунгей. И это наши елки, которые сажал в прошлом году или позапрошлом году наш Айлокмет Ташмайновского округа на бюджетные, то бишь на народные деньги. И вот какой результат. Полив не обеспечили. Нету больше елок. Чисто для галочки сработали. Типа отчитаться, вот мы посадили, предприняли меры. Ну что? Вот так Айлокмет наш работает. И по всем направлениям такая байда. Когда мы связались по этому вопросу с главой Ташмайновского Айлокмуту и спросили, в чем же причина, почему не обеспечили должного ухода за елями, на этот вопрос он нам дал свой ответ. Давайте послушаем вместе. Насчет вот этих 8 елок, которые посадили в прошлом году, в 2019 году, этот не согласовывался со мной, не согласовывался со мной, там этот посадили, где воды и арка нету. А который мы посадили внутри огороженного футбольного поля, там березы, вот эти тополя, они растут. Мы поливаем их. А когда вот этот 8 елок, когда сажали, староста села Мурзавек, он договаривался с соседями, которые вот возле футбольного поля живут. Они должны были, оказывается, поливать. Потом, засохло, я же откуда знаю, вот это, какие елки они посадили, что за елки, какие елки. А может уже засохшие елки были, я не знаю. Они посадили, я посмотрел, когда они сажали. Ну, тогда была вот зеленая. То есть вы, получается, знали о них, о том, что их посадили там на этих участках? Нет, они посадили и мне позвонили, сказали, что... Так вы же сейчас говорите, что вы видели, как их сажали там. Нет, когда посадили, я вот поехал, посмотрел. Зеленая была вот эта елка. Зеленые елки, нормальные елки были. И я у старосты села, у Мурзавека спросил, почему вот сюда посадили? Потому что здесь этого арыка нету или воды. Что, будете вести, что ли? Надо было сажать возле арыка, где есть арык, где есть вода. А он сказал, что соседи согласились, чтобы поливать вот эти елки. Угу. В итоге кто виноват за то, что они засохли эти? Получается, те соседи или вот этот безответственный староста села, который... Нет, получается, в общем счете, получается же мы виноваты. Поистине долгостроем можно назвать школу в селе Садовое Чуйской области. Школу назвали имени Исы Укуева. По словам автора видео, возводить школу начали несколько лет назад. Построен каркас из кирпича, но вот достроить здание почему-то так и не могут. Почему? Возведение школы превратилось в долгострой, никто не знает. Тем временем дети по-прежнему учатся в старой аварийной школе. Ассаламу алейкум. Biz азыр турган жерибиз Чүй обласы, Чүй району, Садовой айылында турабыз да. Иса Укуев атындагы 30 номер 33 мектеп ушу болжол менен тетиги Кыргызстан жаңы эгемендүүлүгүн алып ошол убакта салынып башталган мектеп экен да негизи. Бирок ошол мектеп ошондон ушул убакка чейин ушул Иса Укуев атындагы номер 30 орто мектеби толугу менен аягына чейин бүтпөй келет да дагы деле.
Анан биз ушул мектеп тууралуу бир аз видео тартып кайрылуу жөнөтөлдүк да. Эмне себептен ушул мектеп кайсыл бир кырдаалдар үчүнбү же кандай? Эмне себептен ушул мектеп аягына чыгарылбай жатат, ошол тууралуу биз видео тартып атабыз. Мунун 97-жылдары болжол менен экинчи этажы гана балдар окууга берилген. 3-этаж ошол 97-жылдардан бери эч кандай эч нерсе жасалбай, эч нерсе кылынбай, балдар биринчи, экинчи кабатында гана окуп келишет. Ошол себептен биз дагы кайрылуу жасоону чечтик. Өзүңүздөр көргөндөй, мектеп чындыгында аягына чыкпай токтоп калган. Биягында кандайдыр бир дагы зданиялар бар. Мектептин туура арт жагында дагы ушундай бир бүтпөй калган, тоюлугу менен аягына чыкпай калган имараттар турат. Уже мектеп салынып бүтө электе эле мынтип ар тараптарынан тешиктер пайда болуп, кирпичтер уже өз курамынан чыга баштаган. Ушуну биз тартууну чечтик да. Мектептин арт жагы эч кандай кароосуз калган да. Мисалы айтсак, ушул мектеп ким текшерип, ким карап же ким бүтүрүп берүүгө колдорунан келет, же өкмөт тараптанбы, же министрликтенби, же жогорку кеңештенби айтор ким ушул мектепти карап бүтүрүп бере алат бизге. Так почему же строительство данной школы затянулось на долгие годы и планируют ли завершить стройку? На эти вопросы нам ответили в Госстрое. Давайте послушаем. В этой школе действительно были проблемы. Проблема в том, что в позапрошлом году хозяин подрядной организации умер. Пока, в прошлом году были судебные разбирательства. Сейчас на сегодня там, вот эта подрядная организация приняла на себя дочку, это хозяин подрядной организации. И в этом году она уже за полученные деньги уже начата работа. И я думаю, надеюсь, что в этом году будет финансировано подкреплением и будет продолжено строительство этой школы. Для завершения, если будет выделен денег для завершения, мы должны в этом году сдать объект в эксплуатацию. А следующее видео нам прислали в программу «Эльдик-репортер» из города Карабалта. Так автор говорит, что в сентябре прошлого года по улицам Лермонтова и Чапаева проводили ремонт канализации. Работы завершили, но вот дороги оставили в ужасном состоянии. Асфальт разбит, лужи и грязь. Почему после ремонтных работ не приводят дороги в порядок, возмущены жители. Карабалта шаарынын Чапаева Лермонтова көчөсүнүн көчөлөрү. Былтыркы жылдын сентябрь айларында водопровод өткүзөбүз деп казышып, көчөлөрдүн баарын бузушуп, кайта жакшынакай трамбовка кылбай, эл өтө албай ушул жерден. Машиналар батып, бала чака өтө албай, көчөнүн абалы бул. Айыл өкмөтү же карап койбойт, же мэрия карап койбойт. Мынандай болуп, көчөлөрдүн акыбалы ушул. Дагы мына бөлмө. Казып кайта толтурган жери ылдый чөгүп кетип, өткөн техника машиналар бардыгы батып атат. Үйдүн ичине киришке мүмкүн эмес. Көчөгө аспак турмак. Үйдүн эшигине кире албай калдык. Колдон келинче өзүбүздүн шагылдар төшөйбүз, кайта эле болбойт. Мына көрүп атасыздарбы? Мына булар чөгүп кеткен. Жолдун жээктери чөгүп кеткен, ылай баткак. Ушу көчө баш аягына чейин. Бул эле көчө эмес, Суворова көчөсү, бардык көчөлөр Алексееваныкы.
И сегодня же сразу на место выехала группа Карабалтинского водоканала во главе с начальником цеха водоснабжения города Карабалты Михаилом Маклаковым. Вот такое видео они нам прислали. Давайте послушаем их комментарий. Здравствуйте, меня зовут Маклаков Михаил. Я являюсь начальником цеха водоснабжения в Карабалтинском водоканале. Утечки тут я не наблюдаю. А так, этот район и это пересечение Лермонтова-Чапаева обслуживает Айлакмату Алексеевский. Водоканальских труб и системы водоснабжения здесь нету. И к позитивным новостям. Также в городе Карабалта начали подготовку к высадке деревьев. Аллея будет высажена к 75-летию Великой Победы. Кроме того, будет проведена в порядок ирригация, чтобы обеспечить должный полив зеленых насаждений. К 9 мая вся территория будет приведена в порядок и украшена цветами, сообщили в мэрии Карабалты. В году юбилейный год, 75 лет окончания войны, то мы, МП «Универсал» при мэрии города Карабалта, проделали ревизию на этой аллее, на этой клумбе. И сделали свое заключение, что несколько елочек нам нужно здесь поменять. Как раз мы укладываемся в 75 корней этих елочек, как раз вот к этой знаменательной дате. 75 лет. Вот, как вы видите, у нас уже лунки готовы. Сейчас мы буквально ждем елочки, саженцы и будем подсаживать. Вот такую красивейшую аллею мы хотим к Дню Победы 9 мая уже оформить. Вот наши работники сейчас сделают здесь как бы генеральную уборку не только на аллее, и вокруг этой аллеи, чтобы мы потом уже ближе туда, к этому знаменательному юбилейной дате, уже просто сделали такую косметическую уже уборку косметическую и были готовы к этому великому празднику, Дню Победы. Итак, вы смотрели программу «Эльдик Репортер». Продолжайте отправлять нам видео с волнующими вас вопросами через мессенджеры, WhatsApp, Telegram или Viber по номеру телефона 0551 74 81 18. Наши эфиры уже доступны на официальных страничках в Facebook и YouTube и также на сайте ktrk.kg. С вами была Надежда Усова. Оставайтесь с нами.